Кадастровую оценку по новым правилам в 2018 году из 85 регионов страны провели только 35 субъектов, в том числе и наш регион. О проведенной оценке объектов капитального строительства рассказал директор Центра технической документации и кадастровой оценки республики. У нас анализ проводился в отношении порядка 125 879 земельных участков. В 2019 году такую работу провели землями лесного и водного фонда, а также промышленности. Оценка в этой сфере продолжается и по сей день. В текущем году на основании распоряжения правительства Республики Ингушетия учреждение проводит работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, объектов капитального строительства, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машиномест, единого недвижимых комплексов. В отношении 5597 сооружений и 654 объекта незавершенного строительства также будет определена кадастровая стоимость. До настоящего времени в отношении таких объектов недвижимости кадастровая стоимость не рассчитывалась, в связи с чем они не являются объектом налогообложения. Определение справедливой кадастровой стоимости – одна из первоочередных задач, стоящая перед регионами в рамках ежегодного послания президента России. Отметил это в своем докладе и председатель ассоциации АБУКа Искандер Мельдебеков, где рассмотрел актуальные вопросы государственной оценки. Так как административного веса бюджетных учреждений недостаточно, чтобы собирать вовремя и в полном объеме всю необходимую для оценки информацию. Вторая проблема распространенная – это малое количество сотрудников бюджетных учреждений и отсутствие квалифицированных кадров. И последнее – это отсутствие современных программных обеспечений по кадастровой оценке, автоматизирующих всю деятельность бюджетных учреждений, и недоработанная методика по кадастровой оценке. В режиме круглого стола своим опытом оценки поделились и приехавшие из других регионов специалисты. Так о методологическом и техническом обеспечении процесса государственной кадастровой оценки в Севастополе рассказал Олег Макрушин, директор ЦГКО. Такую схему и всем рекомендую бюджетным учреждениям пользоваться. Это весь перечень объектов недвижимости, которые приходят к нам на оценку, разбивать по 4 направлениям. Это новые объекты, объекты с изменившимся кодом видов разрешенного использования, объекты с изменившейся площадью и так далее. То есть и для каждой группы таких объектов предполагается свой алгоритм действий, на выходе из которых мы, бюджетное учреждение, получаем 3 документа. Из них 2 это специальный XML-файл, который передает в Росреестр. Далее в ходе совещания обсудили межведомственное взаимодействие с муниципальными властями и анализ налоговых поступлений при актуализации кадастровой оценки, а также эффективность проводимой работы. Ну а подводя итоги семинара совещания, исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики поручил разработать ряд рекомендаций, учитывая опыт, накопленный другими регионами, чтобы кадастровая оценка объектов недвижимости в Ингушетии проходила на должном уровне. В завершении встречи гостям вручили благодарственные письма и памятные подарки. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.